В современном волейболе нападающие весьма специализированы по своим основным игровым функциям. Игроки второго темпа или доигровщики нападают с высоких и сложных передач, играя против группового блока противника. Игроки первого темпа или центральные нападают с коротких и скоростных передач. Диагональные, атакующие с задней линии, как бы компенсирующие положение своего связующего на передней линии. Поскольку само ударное движение естественно, техническое исполнение нападающего удара сугубо индивидуально. Оно зависит от роста, высоты прыжка, длины рук, игрок правша или левша, скорости движения бьющей руки, формы кисти при ударе и от многого другого. На долю нападающих приходится более 60% очков, набранных командой за игру. Разбег и прыжок на удар. Разбег – это 2-3 коротких шага, с помощью которых игрок окончательно определяет направление разбега и рассчитывает место и время прыжка. Последние два шага, стопорящий и приставной – это прекращение разбега и приседание перед прыжком. При обучении важно учитывать следующие две рекомендации. После стопорящего и приставного шагов ступни должны быть почти параллельны и на небольшом расстоянии друг от друга – 50-60 см. Разброс ступней, одна впереди другой, снижает эффект одновременного взрывного усилия ног для последующего прыжка. Время отталкивания после шага приставной ноги должно быть минимальным – порядка 0,2 секунды. Руки выполняют две основные функции. Помогают сохранить направление разбега и равновесие игрока. Помогают игроку максимально вложиться в прыжок. Для этого при последнем шаге обе почти выпрямленные руки отводятся до предела назад. А затем, во время самого прыжка, маховым движением с ускорением выносятся вверх. Нападающий зрительно контролирует траекторию направленной ему передачи, оценивая действия блока противника периферическим зрением. Замах и удар. В воздухе корпус разворачивается вокруг вертикальной оси. Бьющая рука. Естественно согнута в локте, кисть расслаблена. Локоть отведен назад-вверх, насколько это возможно. Не бьющая рука. Почти выпрямлена и направлена вперед-вверх, как будто бы в точку предстоящего удара. Ударное движение. Начинается с вращения корпуса вокруг вертикальной оси, разворота плеч. Затем включается плечо бьющей руки. Быстро вперед-вверх разгибается локоть, бьющая рука выпрямляется. С максимальным ускорением кисть наносит удар по мячу. Корпус, плечо, локоть, кисть – это как бы звенья одной кинематической системы, каждое последующее звено, которое движется с большей скоростью, ускорением, чем предыдущее. Точка удара как можно выше и оптимально удобно впереди бьющего. Место удара по мячу по центру верхней поверхности. Сопровождение мяча бьющей кистью должно быть минимальным по времени и по расстоянию. С момента прыжка и вплоть до удара необходим полный зрительный контроль за мячом. Несвоевременный разбег. Бьющий под мячом. Удар согнутой рукой. Нет акцентированного удара кистью. Плохой зрительный контроль за мячом в момент удара.